паста у нас уже готова, мы добавляем мясо. Ну а мы тем временем с тобой давай сделаем волшебство. Вот тебе графин, лей волшебную воду мне сюда. И мороженое наконец-то получится. Совершенно верно. На самом деле это не вода, это жидкий азот. Температура жидкого азота минус 176 градусов. То есть, если попадет на руку, Будет ай-яй. нежелательно. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях основатели Ассоциации кулинаров Республики Татарстан. Настоящие профессионалы кулинарного искусства. Встречаем Максим Агуреев и Дмитрий Дьяков. Здравствуйте! Дмитрий. Бонджорно. Ой, и с Максим. Салям, Руслан. О, татарские слова знаю. Мы принесли тебе небольшой подарок. Каждый раз, когда ты приготовишь какое-то очередное вкусное блюдо, ты будешь нажимать, звонить и оповещать весь Татарстан, Позвольте. что ты его сделал. Я сегодня воспользуюсь этим звоночком и как бы вот начало нашей программы. Давайте сегодня. Поехали. Мы готовы. Мы готовы. Дмитрий Дьяков, шеф-повар, президент Ассоциации кулинаров Республики Татарстан, член гильдии шеф-поваров России. Проходил стажировку в Италии, работал шеф-поваром на церемонии открытия и закрытия универсиады в Казани. Максим Агуреев, шеф-повар, президент Лиги юниоров при Ассоциации кулинаров Республики Татарстан, член гильдии шеф-поваров России. Победитель и призер многочисленных конкурсов кулинарного искусства. Прошел обучение в Институте французской кухни Поль Бокюс. Дмитрий и Максим вместе реализовали идею создания Ассоциации кулинаров Республики Татарстан, одной из целей которой является развитие кулинарной школы, а также представление интересов Татарстана на региональных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Ребят, звоночек прозвучал, а это значит, мы начинаем. И начинаем готовить. Вот столько ингредиентов интересных. Расскажите, с какими рецептами к нам пожаловали? Ну, так как Татарстан очень такая мучная страна, здесь очень любят действительно мучное, поэтому мы решили приготовить такую интерпретацию итальянского блюда. Это будет у нас паста, домашняя паста, приготовленная. С томленым мясом. Так же, как и в Татарстане любят очень много кушать мясо. Томленое мясо будет приготовлено с овощами. Паста токмач мы называем. Да, мясо мы совершенно называем верно. ит. Но сегодня еще будет сюрприз, десерт. Будет домашнее мороженое на основе домашней вишни, небольшой остринки и сделан на основе домашних фермерских яиц. Что, для начала мы сделаем пасту. Для этого я возьму Старинный татарский инструмент. да, шайтан-машину. Шайтан-машину. Так. Вот. Добавлю сюда муку крупного помола, она называется семола. Кстати, я посмотрел по цвету, я думал, что это пшенка. На самом деле это мука чуть более мелкого помола, чем манка. И возьму традиционную муку обычного помола. В Италии ее называют zero-zero, то есть 2 нуля. У татар это называется просто он. А, вот как, да? То 1-0. По Отлично. слову он. Соотношение данной муки мы сделаем 1 к 1, то есть мы возьмем одну часть муки семола, одну часть простой муки zero-zero и начнем разбивать яйца. По правилам кулинарии яйца всегда вначале разбиваются в отдельную чашу. Ага. Таким образом мы проверяем Качество. ихнюю качество, да, и свежесть. И потом, когда мы уже набьем нужное количество нам яиц, мы пересыпем всю эту муку с уверенностью, что здесь нет скорлупы и что все яйца у нас свежие. Ну, Если- пока если хорошие яйца, оно вкусное. Дмитрий готовит тесто, Ага. мы займемся своей частью. Значит, нам надо будет замариновать мясо. Для этого мы берем кусок мяса, опять же фермерский продукт, и маринуем. Обычный маринад, соль, То есть здесь ничего такого оригинального. Классика. обычный, да, Классика. классический маринад. Берем специю orange pepper. Мгм. Это апельсиновый перец или как он? Ну, orange pepper, да, переводится апельсиновый перец. Он придает аромат, свежесть нашему мясу. Ну что, я разбил куриные яйца в миску. У меня в среднем получилось, я взял 200 грамм муки семола, 200 грамм муки Обычной? обычного помола. И у меня здесь вышло 6 яиц. Я добавляю сюда эти 6 яиц И включаете чудо-машину. и включаем чудо-машину. А мы, кстати, продолжаем Начинаем мариновать мясо. замешивать. Да. Следующая приправа. Следующая приправа у нас какао-бобы. Придать шоколадный вкус. То есть можно мясу придать шоколадный Да, вкус? да. То есть это Мясо будет приветствуется у шоколадный вкус, профессионала. конечно. И маслица. Подай, пожалуйста, Руслан, Оливковое. масло. Оливковое масло. Можешь даже полить. Давайте. Хоть что-то я сделаю Да, сегодня. да. Я, конечно, рассчитывал сегодня отдыхать.
Наслаждаться. Вот пойдешь, будешь отдыхать. Наслаждаться работой профессионалов достаточно? Да, и немного свежей зелени. В данном случае у нас тимьян. Просто небрежно Кстати, разбрасываем по мясу. самая лучшая зелень для мяса какая все? Я имею в виду, вот если для Свежая. мариновки. Любая. Лучшее свежее. Да. Но у каждого свой вкус. Допустим, у розмарина более жесткий вкус, у тимьяна более мягче. Также можно мясо мариновать мятой, также шалфеем. Максим, мясо у нас готово уже, да? Замариновано. Ну, практически готово, но мы еще добавим одну специю, это копченая паприка. Эта специя придает запах копчения, углей в домашних условиях. Как дела у Дмитрия? Ну, отлично. Немножечко добавлю муки, чтобы тесто получилось более крутое. У крутых поваров должно быть крутое тесто. Дальше, значит, чтобы у нас мясо хорошо промариновалось, добавляем масло, чтобы оно у нас... вручную, да, Да, и вручную как бы перемешиваем, чтобы специя со всех сторон обволакивало мясо. Соответственно, масло не даст специям выйти наружу, создается некий вакуум. Я ставлю мясо мариноваться, и мы приступим к соусу. Для этого нам понадобится лук репчатый, чеснок и морковь. Морковь мы нарезаем хаотично, некими ломтиками. Любимое мое название — хаотично, потому что когда пытаешься красиво, не всегда получается. Ну что, Руслан, наше тесто готово. Остановим нашу шайтан-машину, достанем и отправим его отдыхать в холодильник минут на 10. То есть тесто должно отстояться, да? Совершенно верно. Кстати, вот крутое тесто, которое у нас получилось, оно получилось действительно крутым. Давайте я сам его отнесу в холодильник. Отлично. Ребят, а вы расскажите, пожалуйста, как вы стали крутыми поварами? Ну, на самом деле, это моя самая любимая история в жизни. Я родился в городе Самара, но вырос в Москве. Ходил там в детский садик, это далекие времена СССР. Вот. И на 9 мая к нам приехали ветераны войны, был смотр самодеятельности, все дети садика выходили на сцену, и каждый говорил: я хочу быть космонавтом, например, кто-то хотел врачом. Из всего садика я единственный вышел на сцену и сказал: я хочу быть поваром. Зал абсолютно не понял, как это так во времена СССР, там мальчик хочет быть поваром. Я не заметил ничего необычного, а после того, как уже прошел этот смотр самодеятельности, ветераны войны сажались в автобусы, их куда-то отвозили, ко мне подошел один дедушка и сказал, что во время Великой Отечественной войны он тоже был поваром, полевым поваром, и назвал одну фразу, которую вот я запомнил на всю жизнь, то, что повара тоже причастны к победе Великой Отечественной войны, потому что голодный солдат, мертвый солдат, и подарил мне медальку, такой вот символ, который я храню до сих пор, и никогда в жизни я не думал, кем я буду, я всегда знал, что я буду поваром. Вот такая у меня история. Какая история? Какая история, Сериал можно снимать, Да. Максим. Кстати, что у нас с луком-то? Да, мы продолжаем. Лук тоже режем хаотично, но некими такими чесночками. Разрезаем пополам. Ждем, Максим, вашу историю. Да, может быть, тогда поможешь, пока порежешь. Попробую Ну, моя сейчас история не такая интересная. Я всегда был творческим человеком, в юности много рисовал. Я решил стать модельером, как Зайцев. Мне хотелось придумать что-то такое интересное, одевать людей. В швейное училище не взяли, потому что брали только девочек. Я удивился, почему же так. Вот. Ну и так как все-таки и любил готовить, решил поступить в кулинарное училище, как Хазанов, из кулинарного техникума. Кстати, Хазанов тоже был на этой кухне готов. Да? Он, Как кстати, интересно. и говорил, кстати, я, говорит, слышал, что в моем училище учился Максим Агуреев. Я говорю, да-да-да. Хазанов в курсе. Вот, соответственно, отучился я 3 года в кулинарном училище, пошел на работу поваром, устроился. И что-то как-то сложилось, сказали: не хочешь поучаствовать, как раз Татарстан нужно было защищать на чемпионате ПИР 2001 года, как раз он второй был в Москве. Вот. И, значит, с командой Татарстана я поехал защищать Татарстан, именно татарскую кухню. Мы заняли 2 место, я привез серебро, нас встречали с фанфарами. В Татарстане? В Татарстане на вокзале. И остались потом здесь. Нет, через месяц я уехал в Москву. Что делаем дальше, ребят? Дальше, значит, ну у нас же соус. Сначала мы обжариваем морковь. Мы разогреваем сковороду. Руслан, как всегда, нам помогает, Да? наливает масло, только немного. Оливковое масло, да. Ну, а пока мы разговаривали, я думаю, что тесто уже отдохнуло. Пора Так. его и раскатать. Возвращаем. Я займусь, да, тестом. Возвращайте мне оранжевое татарское Оранжевое тесто. настроение. Мы поделим
наше полученное тесто на небольшие кусочки и начнем его раскатывать в тонкие пласты на нашей машине. Ну вот это профессиональное оборудование, оно только для шеф-поваров, которые вот как бы профессионально этим занимаются, или любой человек может себе купить такой? Не, на самом деле это бытовая техника, то есть она для домашнего использования, просто она настолько универсальна и удобна, что многие рестораны ее используют у себя на кухне. Вторая сковородка у нас уже готова. Мы туда складываем лук. Так, я буду ответственен за лук. Да, тогда и Руслан морковь. пока мешает овощи, я почищу чеснок. Таким вот. Чеснок нам тоже для соуса нужен будет. Чеснок для соуса. Мы будем использовать целиковый, мы не будем его резать. Единственное, что мы сейчас удалим сердцевину, чтобы не было горечи. Ребят, Ассоциация кулинаров Республики Татарстан. Правильно назвал. Совершенно Совершенно верно. правильно. Как появилась эта организация в нашей республике, сколько ей лет и чем она занимается? Вот расскажите Это нашим тоже зрителям. длинная история. Я думаю, что Дмитрий сможет рассказать ее. В сокращенном варианте. Это на целый день. Нашей ассоциации 2 года. Вот. Открылись мы 25 апреля 2015 года. Я живу в Татарстане сравнительно недавно, года 3-3,5. Когда я приехал в Казань, я был абсолютно новым человеком, я не знал ни поставщиков, в общем, ничего не знал про кулинарную сферу, поэтому я попытался найти какое-то сообщество, которое мне бы помогло и подсказало, где можно покупать тот или иной качественный товар, где можно найти хорошие фермерские продукты. Не обнаружив такую, вот, скажем так, организацию, появилась идея открыть самому ассоциацию и начать уже продвигать все это дело в массы, популяризировать профессию повар. Ассоциация вообще создана для, так же, как Дмитрий сказал, для популяризации профессии, для общения, для раскрытия творчества, потому что, ну, если говорить грубо, все повара сидели в своих домиках, каждый отвечал там за свой ресторан, и Не было общения между не было ними. общения, не было сильного развития. Сейчас вот на протяжении 2 лет, когда уже существует ассоциация, повара стали более распрощенные, начали выходить в зал, общаться с гостями, узнавать пожелания гостей, значит, что они хотят. Как пожарилась морковь, мы добавляем резаный чеснок и немного томатной пасты. Ну а я раскатал пласты лазаньеты. Пасты И теперь. такой момент, как будто вы сушите белье, да? То есть тесто должно Совершенно верно. просушиться. Да. Сейчас я беру немножко другую насадку для пасты и будем делать тели-тели из полученных пластов. Включаем чудо-машину. Включаем, да, чудо-машину. Вот так вот профессионалы готовят нам лапшу, дорогие друзья. Также вывешивают для подсушивания. Так, а Одна наш порция. соус, кстати, готовится. И продолжаем как готовить. Спассеровали томат, мы лук, Тоже который добавляем. уже, да, который уже был обжарен, тоже добавляем в этот соус. У нас получится такой овощной сытный соус. После того, как пожарились овощи с томатной пастой, мы добавляем воды К нашему соусу. к нашему соусу и немного протушиваем. Затем добавляем перец, соль. На глаз все так же у профессионалов это? На глаз. Да, у профессионалов на глаз всегда. Так, Немного перца. перчик. Да, и немного сахара. Придаст сладость соусу. Дорогие друзья, финальный этап, самое интересное, приготовление наших блюд вы увидите после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня у нас мастера кулинарного искусства, шеф-повара и просто замечательные ребята Максим Агуреев и Дмитрий Дьяков. Спасибо, ребят, что пришли. Спасибо. Происходит что здесь что-то непонятное, очень много ингредиентов, но я пытаюсь вам помогать. Да? Готовим мы говядину. Сейчас мы будем обжаривать, я так понимаю. Да, но соус у нас уже готов, Да. поэтому мы будем обжарить мясо. Мясо нужно нарезать на 2 куска, Так, разрежьте. подготовить Сковородочку. сковородку, да, чтобы нагрелась. Можно налить масло. Так, кстати, а что же делал Дмитрий? Да, Дмитрий сделал прекрасную токмаш по-татарски, лапшу. Все это сделал, причем сам и нарезал. Пока Но- вы занимаетесь мясом, я начну приготавливать наш десерт. У нас на десерт сегодня домашнее мороженое с садовой вишней, перчиком чили и крошкой шоколада. Для начала мы возьмем яйца и отделим белок от желтка. Нам нужно 5 яиц. Так, Вы а жарьте, нам нужно а 2 я куска начну. мяса. Да, мы обжариваем. Мясцо. Вот, и готовый соус мы уже складываем в Кстати. чугунную посуду. Чугунок такой.
Напоминает очень татарскую посуду, в которой готовили наши бабушки. Правда, она была больше. Да, и готовили в печке. Ну, принцип такой же, как бы, принцип томления. Так, перекладываю я соус. То есть мясо уже готово, Мясо да, уже готово, мы можем как бы перекладывать уже. Ребят, расскажите, пожалуйста, вот ассоциации, какие-то форумы, вечеринки, я не знаю, вот что проводят, что интересного? Вот за эти 2 года было сделано уже. Пока взбивается наш белок в миксере, я тебе, наверное, расскажу, что мы сделали. Сделали мы действительно очень много. Мы, самое главное, провели уже в этом году, 21 мая, 3-й гриль-форум, Farm Food Forum. Это форум, где мы изучали фермерские продукты, знакомились с самими фермерами, да, то есть обсуждали. В прошлом году, в октябре, мы провели кулинарный чемпионат «Шеф а-ля Рус». Это один из самых крупнейших и топовых кулинарных чемпионатов. Естественно, в этом году мы тоже планируем провести отборочный этап. И периодически мы проводим такие став-пати, встречи шеф-поваров, где мы в неформальной обстановке общаемся, планируем нашу деятельность на год или на дальнейшее. В общем, общаемся, дружим. Действительно, дружеские встречи поваров проходят в Казани регулярно. И, как уже говорил Дмитрий, совсем недавно прошел 3-й республиканский гриль-форум Farm Food 2017. Несмотря на прохладную погоду, в усадьбе Дятлова, где проходил форум, было по-настоящему жарко. В мангалах шеф-поваров дымились угли, а в воздухе витал аромат жареного мяса. Именно так начинается лето для поваров. Уже 3-й раз мы собираемся в мае, шеф-повара, много мастер-классов. Мы смотрим, как готовят и как работают наши коллеги. Особый акцент на форуме был сделан на поддержку местных фермерских хозяйств и крестьянских подворий. То, что сейчас запретили ввоз продукции из-за рубежа, соответственно, приходится использовать свои отечественные продукты. И многие фермеры начали уже производство, соответственно, того же самого, там, если раньше там была пармская ветчина или там окорок вяленый, соответственно, сейчас уже фермеры предоставляют это. Если там, допустим, был сыр дерблю, пармезан и тому подобное, итальянские какие-то сыры, то фермер сейчас уже это представляет. Немножко, конечно, оно отличается, потому что европейцы-то они занимаются это столетиями, передается от поколения к поколению, соответственно. А у нас только сейчас это начало развиваться. Ну, достойно можно представить в ресторанах. Кроме того, в рамках форума прошел чемпионат шеф-поваров по приготовлению фермерского продукта на гриле. А в наших следующих программах лучшие шеф-повара города раскроют секреты своих фирменных блюд на огне. Кстати, Максим добавил еще тимьян. Да, опять же, для аромата. Закрываем Ну все, крышечку. у нас уже готово. Мы мясо с соусом положили в наш чугунок. И Отправляем в духовочку. Да, так же, как и наши бабушки готовили в печи, мы ставим чугунок Современную печь. в современную печь. Температура 160 градусов. Температура 160 градусов. Где-то будет готовиться 2,5 часа. При низкой температуре и увеличении времени мясо становится ароматное, сочное, вкусное, мягкое. Мы сбили наши белки, они у нас получились довольно-таки пышные. В чем секрет? Для того, чтобы белки были стабильные и пышные, я добавил щепотку соли. Вот такой вот небольшой секрет, чтобы как сделать вот такую вот красоту. Облако. Смотри, какое замечательное облако. Красота просто. Теперь я продолжу, я добавлю в наш чудо-миксер желтки. То есть мы их взбиваем отдельно. Да, мы взбиваем отдельно желтки. Туда я добавляю 2 столовых ложки сахарной пудры. Он продолжает взбиваться, а вы пока что, чтобы не выглядели лентяи, сделайте, пожалуйста, для меня Да, мы соус. пока приготовим соус. Соус будет состоять из острого перца чили и домашней вишни. Ребят, вот вы рассказали о мероприятиях для профессионалов, для шеф-поваров, для тех, кто работает в этой индустрии. А вот для нас, для обычного народа, какие-то вот такие большие открытые площадки. В этом году планируете что-нибудь? Да, ты знаешь, мы соорганизаторы такого фестиваля, как Скорлупино. Проходит он в Пестрецах. В прошлом году мы были партнерами этого фестиваля. Сделали рекордную яичницу. Представляешь, мы сделали яичницу из 2000 яиц. А на чем вы ее жарили? Специально под этот фестиваль нам изготовили большую сковороду. Мы ее поставили на угли. Знаешь, такой, как действительно в старые времена жарили яичницу очень большую с овощами на углях, на огоньке. В этом году этот фестиваль также будет. Также планируем в этом году сделать Итали-форум, то есть это форум, где
простые жители города будут знакомиться с итальянской кухней, со всеми ее секретами, премудростями. В общем, я думаю, будет очень интересно. Ну, у нас соус из вишни готов, мы его сбили с красным перцем чили. Сейчас мы будем натирать бельгийский шоколад. Руслан, Так. как всегда, нам Татарскими поможет. руками? Татарскими Через руками. крупную? Через мелкую. Через мелкую, да? Да. Ну а у меня сбились желтки, они побелели. Теперь я добавляю сюда молоко. Еще немного взбиваю. И я небольшими порциями начинаю добавлять Белок. белок. Ну вот, наше мясо готово. Нам нужно это мясо разделить на волокна. Мы перекладываем в другую посуду, чтобы это нам было удобно. Затем мы приготовим соус для пасты из того же соуса, в чем запекалось мясо. Мясо мы выкладываем в посуду, а соус выливаем То есть обратно на сковороду. на сковороду. Ну вот, в наших сковородках закипел соус, мы забрасываем пасту. То есть пасту можно и отдельно отварить, а можно сразу в соус. Да, конечно. Совершенно верно. Здесь довольно-таки много соуса. Пока Дмитрий занимается пастой, я нарежу зелень для нашего соуса. Так, ну с соусом понятно, мясо практически готово. Как дела у нас с мороженым? Хочется уже мороженого. Мы взяли с тобой пробитую вишню с перчиком. Желтки взбитые, добавлены туда молоко, взбитые белки. То есть смешиваем все это? Да, все это смешиваем. Паста у нас уже готова, мы добавляем мясо. Ну а мы тем временем с тобой давай сделаем волшебство. Вот тебе графин, лей волшебную воду мне сюда. И мороженое наконец-то получится. Совершенно верно. На самом деле это не вода, это жидкий азот. Температура жидкого азота минус 176 градусов. То есть если попадет на руку, Будет ай-яй. нежелательно. Льем еще? Да, конечно же, ты можешь сменить прям, да, хорошей струей все это заливать. Самое Сейчас, главное, чтобы было видно Максима. пока дымит, можно загадывать желание. Так, загадываем желание, чтобы мясо получилось у нас исключительно вкусным, но оно только не получается, да? Да, мясо получается исключительно вкусное, мягкое, как я и обещал. А тем временем мороженое у нас готово. И готово блюдо кулама. Все к столу будем пробовать. Кулама – домашняя паста с томленым мясом. Из 6 яиц, муки семола и обычной муки замесили крутое тесто и дали ему немного отдохнуть. Затем тесто раскатали в тонкий пласт, нарезали в виде длинной широкой лапши и немного подсушили. Мясо приправили солью и специями, добавили свежий тимьян, полили оливковым маслом и оставили мариноваться несколько минут. В это время приготовили соус. Для этого на 2 сковородках обжарили нарезанные произвольными ломтиками морковь и репчатый лук. Затем содержимое 2 сковородок соединили, добавили чеснок и томатную пасту, приправили солью, перцем и сахаром, добавили немного воды и томили несколько минут. Далее мясо с 2 сторон обжарили на раскаленной сковороде, затем переложили в чугунную посуду, залили приготовленным соусом и отправили на 2,5 часа в духовку, разогретую до 160 градусов. После того, как мясо приготовилось, его достали из духовки, соус вылили на сковороду, в нее поместили лапшу и варили несколько минут. Мясо разделили на небольшие кусочки и добавили к лапше. Домашнее мороженое с вишней и острым перцем. Белки отделили от желтков. Белки взбили отдельно щепоткой соли, а желтки – с сахарной пудрой. В отдельной миске при помощи блендера измельчили вишню и красный острый перец. Все подготовленные ингредиенты соединили в одной посуде. Далее, постепенно к подготовленной основе, тонкой струйкой, интенсивно помешивая, стали добавлять жидкий азот. До тех пор, пока мороженое не загустеет и не заморозится. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. У нас все готово. Максим, Дмитрий и немножечко Руслан приготовили замечательный стол. Будем пробовать. Бон Приятного аппетит. аппетита. Ашларга Стамлеболсон. С чего начинаем? Ну, сначала, Естественно, да. с мясом. Вы тоже должны попробовать, ребята, это условие программы. Хорошо. Так, внимание. Ты первый. Ну что? Это вместо аплодисментов. Неожиданно, неожиданно. Неожиданно, сказал Максим. Но и все-таки хочется попробовать тыкмач.
Ребята, Паста оставайтесь у удалась нас, особенно. живите у нас на кухне. У нас хорошо, а с вами вместе еще и вкусно. Спасибо. Очень вкусно. Спасибо. Может, Это это по мороженое? сладкому. Впервые пробую мороженое, которое было сделано на этой кухне. Оно поэтому было и впервые. Ну-ка, ребята. Остро? Пикантно. Такое ощущение, что я нахожусь где-то за границей, в каком-то очень крутом ресторане, где подают самое вкусное мороженое в мире. Джелатери. Вкус, который невозможно передать, просто надо Очень вкусно. приготовить и попробовать. Ребята, вкусно. молодцы. Ребята, вам Старались. большое спасибо, что были сегодня на нашей Спасибо кухне. вам. Было очень вкусно, весело и интересно. До новых встреч. Отлично, спасибо. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждый Всего день доброго. на канале ТНВ. Пока-пока.